Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о трагедии Васильева. Я еще спрашиваю Колю, я говорю: Коль, подушка, что ли, она в кровати? Нет, камеру подушила. Женщина предположительно задушила сына и покончила с собой. Покажем оглашение вердикта мужчине за убийство с особой жестокостью. Вот она, рана, она до сих пор, вот уже почти год прошел. А также тонны фальсифицированного алкоголя. И обман татарстанских пенсионеров. Что в это время ты делал, пока ехал? Совершал звонки. Это и не только прямо сейчас. Страшная трагедия в Зеленодольском районе. В поселке Васильево 38-летняя женщина предположительно задушила своего 6-летнего сына. Позже ее нашли повешенной на крыльце у входа в дом. В момент трагедии ни дочери, ни главы семьи дома не было. С места трагедии Нафиса Минязова. Сюда, наверное, прошли, увидели, что мать висит на висит. Она там здесь или вот прямо? здесь прямо на улице вот висела. Тело 38-летней супруги на крыльце дома первым увидел глава семейства. Один шок сменился другим, когда в одной из комнат обнаружил бездыханное тело 6-летнего сына. Мальчик был задушен, по предварительной версии, собственной матерью. Я еще спрашиваю Колю, я говорю: Коль, подушка, что ли, она в кровати? Нет, вот камеру придушила. Но семья нормальная, никаких этих не было. Не, нормальная семья была. Не общались они ни с кем по улице с нами. Вот с нами вообще ни с кем не закрутили. общались. Ну, я знаю то, что они с моей внучкой общались. А так нет. Утром она садилась за руль, выезжала. Вот пройдешь, например, утром, идешь, она на машине только так головой: здрасте. И все. В семье 2 ребенка, 14-летней дочери семиклассницы дома не было. Когда вернулась из школы, не смогла открыть ворота. Они были заперты изнутри. Пошла к соседке и позвонила отцу. Соседи рассказывают: семья очень хорошая, живут здесь уже 1,5 десятка лет. Муж работает, жена домохозяйка. Она с высшим образованием, финансово-экономический институт закончила. А кем работает? Она экономистом одно время на железной дороге работала, потом главным бухгалтером работала в поссовете. А сейчас вот как бы... Сейчас, в данное время, она не работала. То есть она дом с детьми, а муж Да, работает? да, с детьми занималась. Перед смертью женщина оставила записку, в которой просила супруга о прощении. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации при Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства малолетнего. В настоящий момент проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. По факту трагедии прокуратура проводит собственную проверку. На место происшествия выезжал зеленодольский городской прокурор Сергей Егоров. Известно, что семья не состояла на профилактическом учете. Однако прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Что стало причиной трагедии, теперь предстоит установить следователям. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 6-летний ребенок и его 34-летняя мать отравились угарным газом в одном из домов на улице Дальняя в Казани. Сообщение спасателям поступило минувшей ночью от станции скорой помощи. Женщину и ребенка госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Сегодня днем при уточнении всех обстоятельств установлено, что причиной отравления стало отсутствие тяги в проточном газовом водонагревателе. Прокуратура Татарстана поручила районному прокурору провести проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. Всего с начала 2021 года в Татарстане зарегистрированы 22 случая отравления угарным газом. Не считая этого, 5 человек погибли, 44 человека пострадали, из них 16 детей. В Альметьевском районе 50-летний мужчина утонул в колодце с питьевой водой. Он чистил его ото льда. Не удержался и упал вниз. Глубина колодца 4,5 метра, из них 2 метра воды. Выбраться самостоятельно мужчина не смог. Тело погибшего извлекли спасатели и передали сотрудникам правоохранительных органов. 45-летний житель Набережных Челнов признан виновным в убийстве с особой жестокостью. Коллегия присяжных посчитала, что он сильно избил своего собутыльника всем, что только попадалось ему в руки. В ход шли и чайник, и стакан, затем и нож. Подсудимый признает, бил, но добавляет только для того, чтобы защитить свою жизнь. Тут же на своем горле демонстрирует доказательства. С подробностями из зала суда Елена Саляхова. Вот она, рана, она до сих пор,
Вот уже почти год прошел. Эту рану, как рассказал подсудимый Ильдус Минулин, перед смертью ему оставил погибший. И другого выхода, как защищаться, у него не осталось. Бездыханного мужчину нашли 28 марта минувшего года в одном из домов на улице Чулман в Автограде. На теле эксперты обнаружили множество ушибов, кровоподтеков и ножевых ранений. Позже следователи установили, что к убийству, вероятно, причастен его новоиспеченный друг, 45-летний Ильдус Минулин. Его тут же задержали. Почему Абдуллину приспичила такая необходимость идти, закладывать свое кольцо, чтобы напиться, искать кого-то еще, если он мог спокойно достучаться до Бедарева и разбудить его? Это, тут можно догадываться, почему он не разбудил Бедарева, а пошел на сторону искать приключения. Познакомились мужчины накануне убийства. Нашли общий интерес, оба любят выпить. Застолье решили устроить дома у погибшего. И уже будучи пьяными, поссорились. Началась потасовка. Минулин, как установили следователи, стал бить своего приятеля всем, что подвернулось под руку. Сначала ударил чайником, потом в ход пошел стакан, затем нож. Именно им, по мнению экспертов, подсудимый и добил своего товарища. Минулин множественными ударами по голове чайником, ножом, стаканом убил потерпевшего. Мужчине предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, но сам подсудимый свою вину отрицает. Говорит, что защищался. Мол, приятель приставил ему к горлу нож, а бил собутыльника, чтобы выжить самому. Но эти удары я совершал от необходимости, от страха за свою жизнь. Извините меня, куда уже страшнее, когда тебе режет горло. Коллегия присяжных признала его виновным в убийстве с особой жестокостью, но при этом заслуживающим снисхождения. Суд принял это во внимание и приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Почти 1500 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские у 54-летнего жителя Буинска. Мужчина хранил спиртное у себя дома и у родственника. Как установили оперативники, документов на алкогольную продукцию у него не было. Позже он сознался полицейским, что закупил алкоголь в Самарской области и планировал продавать его в мелких торговых точках. Все напитки у него изъяли и направили на экспертизу. А в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте алкоголя. Среди них водка различных наименований в стеклянных бутылках и также жестяных банках. 150 пластиковых емкостей объемом 5 литров без этикеток, наполненных спиртосодержащей жидкостью. Также были изъяты 10-литровые емкости с этикетками с названием антисептического средства. В Башкирии задержали подозреваемых в обмане как минимум 15 пожилых татарстанцев. Задержанные 2 брата. Следователи установили, что именно они, причем, как правило, по ночам звонили пенсионерам, говорили, что их близкие попали в беду. Для помощи им просили деньги. Суммы доходили до 100 тысяч рублей. Как удалось задержать подозреваемых, расскажет Айрат Назипов. Что в это время ты делал, пока ехал? Совершал звонки. Какие звонки? Мошеннические действия. Подозреваемых 2, братья из Башкирии. Одному 20 лет, другому 30. Их задержали на трассе неподалеку от Стерлитамака. До дома не доехали совсем немного. Они подозреваются в телефонном мошенничестве. Полицейские установили, что мужчины звонили пожилым людям, представлялись их близкими родственниками, к примеру, племянниками, говорили, что попали в беду и им срочно нужна помощь. В 3 часа ночи звонок. Думаю, боже мой, что случилось, что ли? В ночи звонок какой-то. Я поднимаю трубку, алло. У вас внук Вася, ваш внук Вася задавил человека. Есть у меня деньги, на похороны я собирала, говорю. Собирала на похороны. Сколько у вас там? Я 140, говорю. В качестве своих жертв злоумышленники выбирали пожилых жителей Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевской и Нижнекамска. Они просили за помощь до 100 тысяч рублей. Испуганные пенсионеры соглашались передать деньги. В качестве курьеров злоумышленники использовали ни о чем не подозревающих таксистов. При обысках нашими сотрудниками обнаружены более сотни сим-карт, мобильные телефоны и интернет-оборудование, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Как установили полицейские, мошенникам удалось обмануть по меньшей мере 15 человек. Все они лишились своих последних сбережений. В отношении обоих задержанных заведено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Айрат Назипов, Елена Соляхова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.